Можешь
какова красноглазая птица. Отчего она так жестока была? Четверо было птенцов, пара своих, и два из другого гнезда. Что не плачешь ты от жалости? Каменная баба! Каменная баба!
что сладко, то внутри никак не доберешься. Нет, не идет, коль не наелся, где уж нализаться. Пусть огрызет лохматый, лохматый вещь, сукин сын. Шапка у тебя смешная, а кисточка, как у собаки хвост. Вот ловко, а какой же ты лохматый. Признайся, нет ли у тебя хвоста? Откуда появился борода? Я из краев далеких удержу. Не скажешь ли, стоянка это чья? Моя и байбисы. А табуны, что видел я себе. И табуны мои, и облака, и горы, и вся крест. Вот захочу, на облако вскочу и улечу. Умчался бы в неведомые дали. Папой без жаль оставлять печаль. О, кем тебе приходится она? Я отроду юродивый ее. Меня вначале звали Азергулом. На лбу твоем родимое пятно. То не пятно, а Господа печать. Давно печать Господь поставил. Боже раб, не Божий раб, а человек я Божий. Раб — это ты, на филина похожий. А сколько лет тебе, не скажешь, человек? А у меня их нет ни сил, ни лет. Ногами мну траву и без годов живу. А ты откуда взялся? Что за гость? Дервиш, мне назначена судьбой. Святу странствовать, веру разнать.
мое, благодарю тебя. Да сбудутся желания твои. Какой же дитя, коль замужем давно, ждет Юлмурсу супруга своего. На службе он у белого царя. К земле нынче ухо приложил, чуд слышу приближающийся цокол. Наверно, едут всадники с войны. Да будет бой висок твой век благословен, да не спошлет Аллах отраду сердцу, достаток дому и приплодство дома. Благодарю тебя, любезный странник, пусть не останутся слова словами. Желаю и тебе благополучия. Души покоя, легкости нога. Присядем и помолимся. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому царю в день суда. Тебе мы поклоняемся и просим помочь. Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых ты облагодетельствовал. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Ты из каких краев забрел к нам, странник? Пророка я посланник Байбиса, святилище Кавы, черный камень, под небесами Мекки целовал, и воду пил из родника святого. Хожу по свету белому, и светлых Аллаху поклоняться призываю. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Что слышно в мире? Расскажи, поведай. Пожаловал сюда я с доброй вестью, победу над врагами одержал, сражение войска белого царя. Все те, о ком сердца истосковались, домой спешат, домой. Старейшин рода при
беги. Там кобяков, и я не без греха. Хозяйка!
Я слышу топот скакунов усталый. Терпение и сокол
Не золото ли в этом узелке? Не плачь, Шафак, ты мне женою будешь.
Валерий Игнатьевич, вы осуществляли первую постановку оперы «В ночь лунного затмения» в 1996 году. В интервью и вступительных словах Салават Ахмадеевич Низамединов особенно подчеркивал вашу роль в работе над партитурой. В чем она заключалась в тот момент, когда еще был жив композитор? И как происходит работа сейчас? Были ли сделаны какие-то изменения в партитуре? Ну, надо сказать, что опера создавалась, в общем, в значительной степени коллективно. Начиная с того, что идея о том, чтобы написать эту оперу, пришла Радику Горееву. Он пригласил Салавата Ахмадеевича, поговорил с ним, и порешили они, что надо писать оперу Салавату Ахмадеевичу. Вот. Процесс был долгий. Когда уже опера была готова в клавире, мы приступили с Салаватом к работе над партитурой. Он писал большими кусками. Ну, понимаете, да, как он писал? Он писал по Брайлю, что-то такое. Я вообще, честно говоря, удивляюсь и поражаюсь, как в голове у человека может держаться вся партитура, потому что по Брайлю можно записать построчно, но никак не вертикаль. Вот, и он все это держал в голове. Потом он диктовал это своим ассистентам, секретарям, и потом приходил ко мне вместе с секретарями, вместе с партитурой. И мы сидели часами, рассматривали, выслушивали, выясняли, где-то корректировали, где-то изменяли и так далее. И, в общем, так продолжалось довольно долго. И все равно при этом основная все-таки работа над партитурой была во время постановки, когда выяснялось, что где-то что-то лишнее, я имею в виду в плане оркестровки, где-то перегрузки, где-то наоборот недогрузки, где-то надо чего-то добавить, где-то убавить. Вот. Поэтому эта работа была очень длинная, тяжелая, но при этом очень... как сказать, радостная и вдохновенная, я бы так сказал. Если говорить про сегодняшнюю, так сказать, работу над этой оперой, когда ко мне обратился театр, чтобы я это сделал, я сообразил сразу, что нужно попытаться сделать новую партитуру, но не буквально новую, а все-таки умудриться исправить те недочеты, которые, к сожалению, так сказать, в процессе первой постановки остались не воплощенными, не исправленными. Вот. Поэтому я приготовил новую партитуру, в которой некоторые вещи исправил, но, подчеркну, это не есть новая оркестровка. Это потому что на 90, как минимум 90% оркестровка вся, и все тембральные идеи, это идеи самого автора. А я только подправил кое-где, так сказать, расположение аккордов, где-то, так сказать, недостающие линии и так далее. Вот так как-то это было. Это не единственное произведение композитора, с которым вы работали. Какие отношения у вас сложились с музыкой Салавата Низамединова? Есть ли любимые произведения или особенно ценные по каким-то причинам фрагменты в его творчестве? Возможно, песни? Ну, песни я очень любил, когда он их сам пел на своих авторских концертах. Это всегда было замечательно. Он ведь еще и прекрасный певец был, просто чрезвычайно замечательный певец. Вот. Песни я его очень люблю, а если говорить об оперном творчестве, то, безусловно, с моей точки зрения, его первая опера оказалась и самой выдающейся, самой удачной во всех отношениях. И здесь очень много, так сказать, страниц музыкальных, которые мне дороги и сегодня вызывает такой очень горячий отклик душевный. Вот. Последующие оперы по разным причинам оказались не столь удачными, как «В ночь лунного затмения». И тут скорее даже, так сказать, не
это не есть неудача композитора Низамудинова. Там вопросы с либретто были и так далее и тому подобное. Хотя вот «Моменто» тоже, в общем, имеет довольно много интересных страниц музыки, но все-таки, поскольку либретто было клочковатым, опера тоже получилась клочковатая. С моей точки зрения, опять подчеркиваю. Вы упомянули про первую, вы говорите про «Ночь лунного затмения». Я про «Ночь лунного затмения», потому что «Черные воды», в общем, это, скорее всего, я, честно говоря, один раз пролистнул эту партитуру и близко с ней не очень знаком. Но с моей точки зрения, это все был некий был студенческий этюд, который, в общем... Наверное, все-таки надо называть первой оперой, но он так, в общем, не стал достижением. В вашей творческой биографии постановки современных композиторов не редкость. Как складываются отношения с, ну, условно назовем, не классикой? Как вы относитесь к этой музыке? Какие впечатления, настроения она вызывает у вас? Ну, вообще, честно говоря, я с большим воодушевлением работаю над музыкой современных композиторов, хотя то, что мы сегодня называем современными, иногда этим партитурам 100 лет уже и современные. Хотя мне довольно много приходилось играть музыки, которые буквально вот только написаны. Но на самом деле, вот эта исполнительская, так сказать, скажем, линия музыкального творчества, она ведь возникла буквально почти в самом конце XIX века, да? Потому что до этого, в особенности в барочный период, в позднебарочный, в классический период, да, музыка писалась и сразу исполнялась. Дальше писалась другая, и сразу исполнялась. И музыкальная жизнь в этом и заключалась, что композиторы сочиняли, и сразу это игралось, и сразу это слушалось. Многое потом забывалось. Потом 19-20 век привел к тому, что стали откапывать какие-то шедевры из того, что писалось и забывалось. Вот. А сегодня у нас принято и у публики, так сказать, ну, я сейчас имею в виду как бы основополагающие тенденции, и у публики, и у исполнителей желание играть, так сказать, откристаллизованную классику. Но, безусловно, она потому и классика, что это шедевры, да, но играть одни шедевры, в общем, ну, мне, например, достаточно скучно, потому что мне важно, как откликается музыка, как она, так сказать, отражает сегодняшний день, сегодняшние, так сказать, эмоции человеческие, да. И в этом смысле мне гораздо интереснее играть симфонию Лакшина, нежели, скажем, симфонию Моцарта. Хотя я Моцарта тоже с удовольствием играю, но не так часто. А вот Лакшина я в последние годы каждый сезон играю что-нибудь обязательно, потому что это совершенно гениальный композитор, который писал музыку о людях, живущих рядом с нами, вот о нас с вами, понимаете, да? И это всегда очень увлекательно и очень интересно. Тогда, возвращаясь к опере «Ночь лунного затмения», как она откликнулась на современный мир? Ой, вы знаете, я вот сейчас опять, как только мне театр предложил эту работу, первое, что я подумал, насколько актуальна эта опера сегодня. Насколько важные, ну, основополагающие, что ли, проблемы человеческого бытия она поднимает. На самом деле, и начиная с трагедии Мустафы Карима, и это продолжилось потом в опере Салавата Низамудинова, здесь это все базируется на общечеловеческих, так сказать, проблемах и вопросах, на общечеловеческих ценностях, коим огромные века просто, да? Ну, например, какова роль традиций в нашей жизни?
И не является ли следование традиций некими трагическими, так сказать, не приводит ли к трагическим итогам, да? Таков адат, обычай наших предков, как поется в опере, да? И к чему это приводит? Вот мы понимаем, да? Мы реально видим в опере, как манипулируется, так сказать, ощущениями, мнениями толпы. Как тот же Дервиш, да? Который заводит толпу и приводит к страшной трагедии. Да? Это разве не актуально сегодня? Да? Мы видим реально, как люди, которые смешиваются в толпу, теряют свою субъективность, абсолютно теряют свою субъективность, превращаются в некие атомы этой самой толпы. Да? Все это реально видно и в трагедии Мустафы Карима, и в этой опере. Наконец, мы видим совершенно фантастическую историю о вечности любви, о ее каком-то, как это сказать, жизнеутверждающем, что ли, значении в нашей жизни. Да? То есть актуальность оперы, так же, как и актуальность трагедии Мустафы Карима сегодня, как и во все времена, не только сегодня, во все времена она просто чрезвычайная. Что вы пожелаете зрителю, который придет посмотреть премьеру оперы «В ночь лунного затмения»? Ну, я зрителю пожелаю самого главного. Правда, для того, чтобы это воплотилось, нам надо всем, кто готовит этот спектакль, сильно-сильно потрудиться. Я пожелаю главного — погрузиться вот в этот всем своим существом в состояние вот восприятия вот этой музыки, этой оперы, этого спектакля и пережить большие, серьезные эмоциональные, так сказать, переживания и, дай Бог, пережить катарсис, очищение, которое приведет к некому новому взгляду на свое бытие, и на бытие, так сказать, вокруг нас и на весь мир. Вот как-то так. Я очень широко замахиваюсь, но цель и задача искусства, с моей точки зрения, ровно в этом и заключается. Спасибо большое. Спасибо вам. В самом начале, то есть я поняла, что для меня была какая-то вот эта сложность, связанная с тем, что это должна быть башкирская история, но в то же время современная. Одновременно это должна быть какая-то теплая, ну, то есть история про людей, да, а музыка, она модернистская в этой опере. То есть вот совместить это все в один такой какой-то клубок, узел, чтобы оно органично сплелось, это было непросто для меня. Но в какой-то момент мне показалось, что я нашла этот баланс. Очень много, да, я изучила материала и пришла к выводу, что самые верные источники — это все-таки музей. Парадоксально тут получилось, потому что в интернете очень много буквально противоречащей друг другу информации. Я поняла, что верить этому нельзя. И поэтому я, наоборот, очень много говорила с людьми, которые живут в этой традиции. Ну, понятно, что это уже современная как бы информация, но тем не менее много моментов я просто из общения с людьми почерпнула. И мы сходили, прям у нас была такая миссия, мы сходили в музей, в краеведческий, все там дотошно рассмотрели. Я много фотографировала и использовала эти материалы потом в производстве бутафории, в частности. Декорации, они прямо откровенно, конечно, модернистские, потому что, с одной стороны, мы используем традиционные мотивы. Тут у нас есть как бы юрта на сцене, но она сделана из просто, то есть это металлоконструкция, обшитая пластиком, обтянутая там пленкой, которая дает спецэффект. То есть это прямо хай-тек материалы в традициях башкирских. У нас есть такой, как бы, не знаю, как это назвать, элемент, арка или купол, который как раз ограничивает как бы этот народ. Потому что традиции, они, с одной стороны, они же служат сохранению, да, рода, чтобы все не рассыпалось, не развалилось. Это как бы закон, в рамках которого люди могут продолжать существовать длительное время. Это то, что их регулирует. И в то же время, ну вот, нужно найти, да, эту грань, где закон не противоречит человечности и какому-то здравому смыслу. И вот эта тема ограничения, то есть у нас есть арка, есть откровенный прямо забор, который я выстроила, вот, который ограничивает это селение.
ну, условная, да, вот эта тема прямо в сценографии прямо жирно прозвучала. И поэтому сценография, она получилась у нас такой откровенно минималистичной. Ну, то есть она достаточно холодная, современная, четкие, очень лаконичные какие-то выверенные минималистичные детали, линии. И в то же время мы захотели, чтобы люди, они сохранились как бы вот живыми, чтобы это был не какой-то абстрактный, да, там, башкирский народ, чтобы это были теплые какие-то живые узнаваемые персонажи. Ну, необычный, наверное, будет сам в целом подход, я думаю, для зрителя даже скорее к башкирскому костюму, потому что традиционно это, конечно, буйство цвета, это сочетание зеленого с розовым, атласные какие-то ткани. Тут мы постарались найти все-таки такую элегантную какую-то графику в решении костюма народного прежде всего. Будут и откровенно канонические образы, это все, несомненно, есть, но вот в целом решение народного костюма, наверное, оно такое достаточно новое, может быть. Ну, либо, ну, не хотелось бы, чтобы оно так воспринялось. Но вообще работать с народным материалом всегда интересно, потому что есть большая глубина в этом, интересно работать с традициями, как раз вот искать, как с этим можно взаимодействовать, что из этого можно новое достать. Да, чтобы оно не было замыленное какое-то такое, вот, а свежее что-то доставать из традиции. Это интересно всегда. Да, у меня было несколько таких опытов, и всегда они были для меня достаточно интересные, потому что мне на самом деле нравится работать, когда есть некий заданный канон, а внутри него ты можешь как бы творить. И здесь как раз есть такой момент, потому что нужно было совместить вот эту башкирскую какую-то традицию, чтобы это было читаемо, узнаваемо. И в то же время от режиссера была прямая задача, чтобы это было современное прочтение истории. И мне, конечно, такая задача зажгла. То есть мне было интересно работать с этим материалом.
прочим сыне, о том, который будет ему ныне. Совсем еще дитя, исполнится 12 через месяц. За Ишмурзот нельзя отдать шафак, но не обязана Кикет жениться. Таков адат, обычай наших предков. Женишь Шмурзона зломожат, такие жизни случаи бывали. За расцвет свадьбы справим и они. А если Окигет изуморжат, если я держала одного, любовь между ними, верность и согласие. Подумаешь, любовь, на сердце снизойдет, как наваждение, и рад своей проделки сатана. Все беды от любви и все грехи. И все грехи. Да, это так, но все любимые дети. Не ваши гости, извините обычай, не ваши гости, извините обычай, не ваши гости, не ваши гости. Но все любимые дети. Поближе подойди-ка, Диана. Люблю, когда ты голову мне гладишь, ласкай меня почаще, дай лиса. Ты, Диана, безгрешное создание, с тобой сидишь, смягчается душа. Когда меня ласкаешь ты огонь, мне хочется заплакать. Почему? Но я держусь, боюсь тебя расстроить. Плачь не надо, тёшка, без того. Всё в жизни перепуталось, смешалось. Ума не приложу я, как тут быть. Настойчиво другое, давай переберемся. Захватим Ишмурзу и Акьегета заберем. И Зубаршат, и бедный Шафак. Диана, не в нашей это власти.
нам в гости. Ему бросать мы будем кости. На гору какую на солнце. А мозгашкою срубленную схожа. Смеркается. Поди-ка позови шофёр и окипета Диона. Изображат, пускай придет. А Ишмурза, Зови. Дай Боже твердой струна ему, и жалости лиши сострадания. Пусть буду я суровой, как судьба. Звала нас мама. Да, сынок, звала. Унес могилу черную собою, надежды наши светлые.
темно, неладно. Рабы, от мала до велика, рабы обычаев, придуманных самими, рабы благополучия, трусости, страстей. Быть Господа рабом еще куда ни шло, страшнее плена рабства в нас самих. Невольники со временем исчезнут, но рабство духа долго будет жить. Хватит! Слишком взяли волю, а мне за всех еще нести ответ. Как сказано, как будет, как сказано, как будет. Весь мир во мрак ты погрузила, мама. Только лишь одна звезда мне светит, чье имя зуборжет. Не отступлюсь, вовек не отступлюсь, хоть проклинай, хоть на колени падай. Не отступлюсь, вовек не отступлюсь. Повторяй свое благословение. Его беру обратно я. Отныне ты не будешь сакригетом. Дай руку, зуборжат, уйдем отсюда. Когда ни солнце, то луна прольет свой свет благословенный на нас обоих. Шафат, задержись немного. Давай поговорим, как баба с бабой. Неравного мы звания
нужна. Шафот! Ой, передо мною или нет? Из искры восставающей заря раздуло пламя позднее шафак. Шафак меня на землю возвратила, желания ожили и разыгралась сила. Шафак меня, а ей боюсь я целый. Попомни, сдержишь ты в своем уме, не то велю связать и всех свести. Еще успеешь, Бог тебя простит. Позволь мне случай рассказать сперва. Нет времени, да и желания нет. С тех пор прошло примерно 30 лет. 30 лет. Богатый пену женщины одной отправился в ту пору на войну. И вот однажды юноша лихой заехал ненароком на стоянку. В него влюбилась женщина смертельно. В него влюбилась женщина смертельно. Днем женщину мужа вспоминал, а ночи проводила напролет. В объятия отчаянного горя. И года не прошло, как та блудница от грешной связи сына родила. В ту ночь через стоянку проходил, сжимая посох, странник молодой. Thank
родимое пятно венчало лоб младенца. И тот же знак на лбу у Дианы. Вот мы встретились, танка бега. Ты, оборотень, дьявол, сатана! Во мне теперь проснулся дьявол, и ожил нерастраченный огонь. Отдай шафот, и сохраню я тайну. Не будет этого! Не слышит Бог, ты тень моя. Куда я пожелаю, туда пойдешь. Страшно мне! Люди! Помогите! Люди! Почему выбор пал именно на эту оперу?
На самом деле национального репертуара у нас не так много. Мы знаем, что у нас в театре идет лишь спектакль «Салават Юлаев», а эта опера, к сожалению, наверное, незаслуженно ушла в тень, потому что здесь это произведение написано еще и по пьесе Мустая Карима, юбилей которого мы тоже, кстати, будем скоро праздновать всей республикой. И эта опера — это такой синтез наших местных соотечественных гениев, на мой взгляд, потому что музыка абсолютно потрясающая, потому что Рустем Митхатович, который ставил первый спектакль, написал замечательное либретто, ну и, конечно же, сам первоисточник. Здесь у этого произведения очень множество достоинств, но при этом множество сложностей. В 2016 году было возобновление, вы выступали как помощник режиссера. Вот тогда уже возникали какие-то идеи в своей интерпретации? Если честно, нет, не возникало, потому что, на мой взгляд, этот спектакль был очень самобытный и самодостаточный. Действительно, возникают какие-то мысли, когда хочется что-то изменить, поправить, когда с чем-то не согласна. А здесь для меня это было первое знакомство. Во-первых, с этой оперой, я до этого ее не слышала, и мне очень нравилась сценография, мне очень нравилось решение Рустема Митхатовича, поэтому на тот момент я просто в нее вникала музыкально и влюблялась, потому что при первом знакомстве с этим музыкальным материалом, я имею в виду, когда начинаешь его учить, именно вокалистом, я думаю, инструменталистом, да и мне как режиссеру, это сложно, потому что очень сложная палитра. А чем больше ты ее слушаешь, тем больше начинаешь понимать, любить, вникать в различные лейтмотивы. И на тот момент я просто впитывала эту музыку, знакомилась с ней. Не было ли сложно создавать другую интерпретацию этой постановки? Сложно было, и до сих пор пока сложно, потому что если взять какой-нибудь спектакль, который идет во всем мире, например, Евгений Онегин, который ставится вообще на всех мировых сценах, то здесь вариантов множество, и из-за этого обилия вариантов не возникает какого-то единственно как бы верного, да, потому что можно и так посмотреть на этот спектакль, и с другой стороны, а здесь как будто бы есть вот он один вариант. И, собственно, единожды ставился этот спектакль на оперной сцене, только у нас. Конечно же, драма не только в Башкирии, она интересна и по всей России. Я наталкивалась на спектакли, боюсь соврать, каких-то театров, но это не башкироговорящие города, это шло на русском языке, но, тем не менее, интерес к этому сюжету возникал. А вот на оперной сцене была лишь одна постановка, и, конечно, хочется сделать, во-первых, по-другому и по-своему, но при этом делать по-другому не только для того, чтобы сделать по-другому, а чтобы это было действительно новое прочтение, понятное прочтение, потому что сюжет для нас совершенно не близкий, далекий, все эти обычаи и нравы, к счастью, ушли уже давно в прошлое. А как режиссер обращаясь к национальному репертуару? Нет, никогда. Еще пока не приходилось. Это все были оперные шедевры на нашей сцене и в других театрах. Национальная опера у меня впервые. Расскажите о соотношении национального и наднационального. Сложный вопрос. Но национальная — это, во-первых, визуальная составляющая. Конечно же, мы старались с художником сохранить все традиционные визуальные воплощения, да, как в костюмах, несмотря на то, что местами это стилизация, но все-таки по этим стилизациям понятно, что это имеет отношение исключительно к башкирскому национальному костюму. Также к некоторым элементам быта мы тоже с большой теплотой и любовью подошли для того, чтобы был ясен этот колорит башкирской стоянки, да, вот это то место, где они находились. А что касается наднационального, да, то здесь, конечно же, это все, что в основе любой оперы, это чувство. Потому что любая опера о любви, любая опера о взаимоотношениях, и наша, конечно же, не исключение. И, в принципе, я думаю, что вот эти вот обычаи и устои, не я думаю, а знаю, во многих других странах очень похожи. Весь этот патриархальный мир, все эти законы местами очень странные, дикие, где-то абсолютно кровожадные. Они ведь не только у нас существовали. Взять любую народность, там это есть. Где-то даже гораздо с большей силой это все властвовало.
Есть ли какие-то символы, связующие нити между героями, между сценами? Вот. Главный образ это нашей концепции, это образ Луны, конечно же. Хотя это есть и в названии, и вы увидите это и в сценографии. И Луна — это не просто как небесное светило, Луна — это как символ закольцованности, символ родового круга. То есть круг вообще, в принципе, в национальной любой культуре являет разные символы. И вот для нас мы брали за основу вот этот вот круг, как замкнутость, как закрытость с одной стороны, а с другой стороны то, что может осветить и подарить нам свет. Какие ставили задачи вами перед постановочной группой, ну и в первую очередь перед художником? Перед художником это сохранение национального колорита, потому что Екатерина Малинина, она не из Башкирии. Для того, чтобы мы с ней вникли во все, что здесь принято, мы ходили и в краеведческий музей, изучали литературу, консультировались с различными людьми, которые хранят обряды, свадебные обряды, различные похоронные обряды, которые тоже у нас существовали. И для художницы в первую очередь была задачей вникнуть в нашу культуру, конечно же, а потом ее через свой мир трансформировать и сделать более современным и доступным. То есть, чтобы, конечно же, у нас не было музея на сцене, да, у нас не стояла задача все с доскональной точностью передать так, как это было когда-то. Могли бы вы рассказать о центральной мысли спектакля? Это всегда тоже вопрос такой с подковыркой, потому что иногда люди обращают внимание на те элементы, которые для авторов казались, возможно, какими-то второстепенными, а вот через свою призму пропуская, человек выносит эту единую мысль. Ну, конечно же, в первую очередь это опера о свободе духа, о свободе человеческой мысли, о свободе над предрассудками. И несмотря на то, что и у Мустая Карима достаточно открытый финал, и в этой опере у Салавата Низамединова тоже финал можно по-разному ставить. Можно сделать его абсолютно светлым, но мы понимаем, что это свет двоих, а племя все равно остается при своих устоях. А может быть совершенно трагическим. Какой он будет у нас, я пока вам не буду рассказывать, но, конечно, главной идеей для нас это была идея свободы. Спасибо. Спасибо большое. Александр Леонидович, как пришли к мысли вновь обратиться к постановке оперы «В ночь лунного затмения»? Учитывая богатейший репертуар, который достался нам в наследие от наших родных и любимых башкирских композиторов, и то, что сейчас в театре из этого наследия всего лишь есть несколько названий, было крайне обидно, что на протяжении последних 5 лет мы не слышали эту оперу, мы как зрители, а мы как певцы, мы как творцы, нам было крайне обидно то, что мы не участвуем в исполнении этой оперы. И поэтому захотелось вновь ее вернуть на нашу сцену, тем более, что, может быть, это будет мое субъективное мнение, но мне кажется, что это одна из лучших башкирских опер. Причем не только с позиции музыки, но в том числе и с позиции драматургии, с позиции заложенной мысли и Салавата Ахмадеевича Низамединовым, и, естественно, Мустаем Каримом. И вот эту мысль нужно произносить всегда, ежедневно. Она будет актуальна при любом поколении. Опера основана на трагедии классика башкирской литературы Мустая Карима, как вы уже сказали. На ваш взгляд, насколько она полно передала все смыслы пьесы? Да мне кажется, там ничего не потеряно. Вот что в трагедии, что и в опере, все, что должно было прозвучать. Здесь, наверное, наоборот, музыкальный материал, он только лишь дополняет всю вот эту горечь
с другой стороны, всю любовь, которая там заложена, да, между героями. Это как в фильме, да, когда саундтрек, он не портит, а он только лишь помогает нам где-то в большей степени проявить чувство эмпатии. Было ли у вас ранее соприкосновение с творчеством Салавата Низаметдинова? И как воспринимаются вами его песенное творчество и музыка в академическом жанре? Ну, если честно, то моя госпрограмма в институте, когда я его заканчивал в 2006 году, это были 5 частей из его хоровой симфонии. Ну и опять же, как артист капеллы, как дирижер Государственной академической хоровой капеллы, очень часто и очень много с его творчеством связывался. Но если мы касаемся песенного творчества, ну вообще о Салавате Ахмадеевиче я могу говорить очень много, честно. Но скажу одно. У меня в телефоне обязательно, телефоны меняются, но в трек-листе обязательно есть Кузнурым. И вот почему-то, как только ты уезжаешь надолго из Уфы, то на второй, на третий день нужно ее обязательно послушать. Это как какой-то, ну это как, когда возвращаешься на поезде, да, в Уфу, и когда ты въезжаешь, и ты видишь Салават Юлаева, и ты понимаешь, что ты дома. Да, так же эта песня для меня. В этом музыкальном материале для вас были, может быть, есть какие-то открытия, находки музыкальные? Самое главное открытие, самая главная находка состоялась, как бы не соврать, ну, наверное, где-то в 98-м или 99-м году, когда я эту оперу услышал впервые. И тогда, когда ты еще не особо понимаешь, что такое алеаторика, что такое семантика, да, что такое политональность, полистилистика, да, но я тогда, увидев эту оперу, услышав эту оперу, так получилось, что я в нее влюбился. И вот эта любовь не проходит до сих пор. Поэтому, наверное, вот это самая главная особенность, которая здесь есть. Каким предстает хор в постановке? Насколько его роль велика в опере? Если говорить о хоре как, так скажем, в хрестоматийном плане, да, в хоровой литературе, вот, в оперной литературе, то, конечно же, роль хора невелика. Да, это не Борис Годунов, где хор – главное действующее лицо. Но в то же время, несмотря на то, что у хора даже нельзя сказать здесь, что есть какие-то настоящие хоровые сцены, да, как во многих других операх. Но хор все равно это та краска, без которой здесь нельзя. Да, это как где-то это те мысли, которые бесконечно роятся в голове, которые вот крутятся на протяжении многих лет. И вот они вот где-то там вот тебе что-то говорят, шепчут. Или же это действительно тот самый народ, участник действия, без которого, опять же, не может быть сабантуй, да, не может быть какого-то праздничного мероприятия, не может быть встречи воинов, да, и в итоге получается, что, наверное, хор очень важен. Были ли в процессе подготовки моменты, когда вам необходимо было искать какие-то новые подходы вот в работе? Наверное, да, потому что это еще был... Я не скажу, что в этот раз
в этот раз я уже был к этому готов. А вот когда было возобновление этой оперы в 16-м, да, году, вот как раз тот момент, о котором я говорил, да, роящиеся мысли. И вот найти вот этот звук, вот эту особенность, как же они жужжат в голове, да, как они звенят в голове. И то, чего быть не должно, тогда мы нашли тот момент выделить согласные, прошипеть их, просвистеть их, насколько это можно. И действительно получился вот этот вот такой очень зыбкий шум в голове. Что вы хотите, чтобы зритель почувствовал, понял, выйдя после просмотра этого спектакля из театра? Ох! Хотелось бы, чтобы, выйдя после этого спектакля, зрители не ушли полностью в бытовую жизнь, а еще, ну хотя бы дня 3 пожили с этим послевкусием, которое должно быть обязательно после него, чтобы действительно можно было подумать и об одном герое, и о другом герое, и о той ситуации, и о другой ситуации. Почему же вот такой вот сложился финал? И что было в начале? Да? И вот, чтобы зритель именно посмаковал свои мысли. Вот. Спасибо.
в небе вздохи зуборжат. Плачет степь, моей любимой вторя. Уж третий месяц, как молодожены, живем с тобою в юрте мы одной. Уж третий месяц, долго ли будет так? Всю жизнь, наверно, что недолгой будет. Моя живая, прости меня. Ты хороша, но мне мила другая. Вымаливать любви не надо. Я сердце не могу делить на доли. Как егет, всё и без слов известно. Что известно? Что по ночам ты у неё бываешь. Следишь за мною. Верь мне, не слежу. Уж третий месяц я твоя жена.
Шафак. А где хозяин? Ушел он. Нет его. Ступай. А куда ты рвешь? Что стоишь? А у меня есть дело не к нему. С тобой желаю я поговорить. Нет, нет, он ты есть хозяин. Зайдешь, когда вернется он. Ступай. Разврату предается Акьегет. Другую обнимает, что не ночь. Стань пред людьми и отрекись от мужа. Клевещешь ты, мне верен Акьегет. Сопливый шмур заложится рано, как только сон смежит его ресницы, твой муж опять в постели зубы ржет. Мои объятия плачем уж проводит. Проваливай, да прикуси язык. Монашку превращенная супруга не знает то, что знает вся округа. Какое дело до округи мне?
Вот захочу, чтобы луна погасла и погаснет. Сегодня в полночь спешит мне надо. Спеши уйти отсюда, чудотворец. К тебе, шафак, к тебе одной спешу. Шапак, шапак, змеиного нрава! Мне ангелы об этом рассказали! Сегодня в полночь, сегодня в полночь. Ах, как я испугалась, дивана! А знаешь что, Шафак? Что? Ангелов теперь не видно в небе. Ангелы в обиде отсюда улетели далеко.
потеряли стыд, они совсем. Теперь конец благополучия рода. Пропали вы, пропали вы. Всеми пересыхают родники, И молоко там и исчезло, Всевышний нас карает. завета все ни одного дождя. Листва пожухла и трава выбьется, Всевышний нас карает. Снова падает. И люди мрут от хвори. Луна погаснуть может над страною. Не вы беду накликали, клянусь вам, несправедливость вызвала беду. От наших стоков листья пожелтели, от слез горючих выгорела степь. Вы разлучили нас, во мне прощает этого Господь. Не забывайся, не забывайся, Не забывайся, стань на колени, кайся, кайся, кайся. А ты чего молчишь, тонка река? Мой сын не мальчик, мне он не подвластен. Что скажут люди, так тому и быть. Людьми не прикрывайся во веса, за сыновей ты первая в ответе, за всех троих, за всех троих. как за троих, а кто же третий? Как слово за тобой, танковика. Одинокий сотник не может с целым войском воевать. Даю совет, покайся и смирись. Зло покаяния моего я не знаю. Должны перед старейшинами рода отречься друг от друга вы навек. Нет, мама, нам расстаиваться поздно. Мы в разлуке будем неразлучны, и обойдет весь мир у нас волок. Ой, спи, солнце, веселее, сородичи от гибели спасет. Сородичей погубит рабство духа. Нет выхода иного, аксакалы, изгнать из рода.
Корзина цветов для артистов от супруги главы Республики Башкортостан Карины Владимировны Хабировой и от фонда имени Мустая Карима.